Дед и внук. Рано по утрам Аксакал, выгоняя скот на пастбище, брал с собой и внука, которому через 3 месяца должно было исполниться 6 лет. Мальчик охотно просыпался и шел с дедом, ведь по возвращении домой ему очень нравилось ехать верхом на кобыле, ведомой для дойки. В один из дней старец уехал по делам в город, предварительно наказав соседу выгнать в табун его коров и баранов. Проснувшись сам, мальчик, как обычно, взял уздечку, выгнал животных со двора и деловито поздоровался с соседом, встретив его уже на улице. Учтивый сосед, положа свою мозолистую ладонь на груди у сердца, улыбаясь, ответил на приветствие. Селение к тому часу уже было наполнено шумом возгласов спешащих людей и мычанием голодных животных, стекавшихся со всех улиц, словно ручьи сливаются в реки. Мальчик, погоняя вместе с селянами скот, добрался до окраины селения, перешел через мелководье речки и, взбираясь на холм, продолжал идти до тех пор, пока молчаливый пастух на коне одобрительно кивнул ему. Остановившись на вершине холма, мальчик смотрел вслед удаляющемуся за сопки табуну. Роса на зеленых травах сияла от уже поднявшегося высоко солнца. Утренняя прохлада отступала, поэтому мальчик, расстегнув курточку, теперь мог окинуть своим взором чарующий пейзаж сопок. Неподалеку тихо велась речка, а на другом берегу было селение деда, где гостил мальчик. Мальчик с благоговением подумал о том, что он сейчас поедет верхом на лошади, и эта мысль завладела его чувствами. Не в силах сдержать себя, крепко держа уздечку, он рванулся с места, вдыхая носом холодный утренний воздух, с горящими глазами, несколько раз поднимаясь и снова спускаясь по склонам сопок. Мальчик бежал до построенной из длинных сосновых жердей большой изгороди. Громко поздоровался с главным табунщиком и попросил поймать лошадь. Из-за своих круглых глаз и носа, похожий на орла, суровый пастух указал жестом своему помощнику, чтобы, как обычно, вывели лошадь почтенного старца. Уже через мгновение мальчика усадили на широкую спину высокой бурой кобылы, вокруг которой резвился ее подвижный жеребенок. Кровь мальчика забурлила от проснувшегося в нем инстинкта кочевника в генах. На крутом спуске он, крепко натягивая узду, притормаживал лошадь, одновременно держась за длинную гриву, стараясь не скатиться вперед через шею. Доехав до берега, ослабил поводья и со всех сил ударил ножками по бокам. Кобыла и ее жеребенок, будто ожидали этой команды, резкими рывками преодолели речку и легко взобрались на противоположный крутой берег. Несмотря на ранние часы, несколько километров до дома, мальчик решил проехать по центральной улице, чтобы хоть кто-то увидел его верхом. Цокот копыт, издаваемый от тротуар, казался мальчику дивной музыкой. Гордый, верхом он подъехал к парадной стороне дома. Не решившись спрыгнуть с лошади из-за ее высоты, мальчик подъехал к забору и уже с него еле спустился на землю. Привязав лошадь за уздечку на заднем дворе, вошел в дом и тихо сел на место деда. Неразговорчивая бабушка, как всегда, была чем-то занята. Собравшись с мыслями, мальчик радостно сказал бабушке, что он выгнал скот в табун и привел кобылу для надоя. Бабушка подняла веки своих больших светлокарих глаз и пристально взглянула на внука. Затем вышла во двор и увидела привязанную кобылу с резвящимся вокруг жеребенком. Старая женщина подоила кобылу, процедила и залила молоко в чан для взбивания кумыса, затем назвала имена уважаемых людей селения и велела внуку пригласить их к обеду. Мальчик быстро обежал дома и передал приглашение. Бабушка объявила гостям, что ее муж уехал по срочным делам в город, но есть неотложная причина, по которой она их собрала. В честь того, что ее внук самостоятельно, верхом, привел лошадь домой, став джигитом, и нескольким женщинам она подарила серебряные кольца. Радостное и неторопливое застолье завершилось теплыми пожеланиями для мальчика. Старец вернулся домой уже ночью, неспешно помолился, потом, облокотившись на подушки и полулежа, молча ужинал, слушая размеренный рассказ его старой супруги. Поглаживая свою белую волнистую бороду, поманил к себе мальчика и крепко обнял его своими большими руками. Мудрый старец, сладостно зажмурившись, нюхал темечко внука. Затем, раскрыв ладони вверх, обратился к Создателю с благодарностью и мольбами. Мальчик тогда не мог знать, что ему еще предстоит в жизни.
Этот рассказ я написал в 2012 году. У меня еще много что есть сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.